станция была. А на карте ее нет, этой деревни уже. На лицо похож. Виновница торжества пришла. Злодей какой-то. Вот он. Даже не верится, что мы здесь. Такой путь проделан. Офигеть. Верный труд под седлом. Путь так вместе. Верный труд под веслом. Путь так. Утро 8-го дня. Тиман достал гудок. Ну-ка давай. Заиграла. Ну-ка давай еще раз. Вот эта вещь. Сжатый воздух, да? Да. Сколько такая штука стоит? Блин, Не помнишь? дорого. Не помню точно. Ну, не дешево. Как пароходы мы теперь будем. Недалеко от Алекинска отошли. Там вот километров, может быть, 20. На том берегу какая-то деревня. Мегафон есть, интернет, связь. Чай пьем, собираемся. Сейчас посмотрю, сколько мы прошли вчера. Ну, вчера мы рекорды все побили. Ну, сколько мы прошли вчера? Кого? Сколько мы прошли вчера? 259 километров. Да ладно. Да? Это хуйня какая-то. Почему? Если добавить еще заправку туда-сюда, еще километров 10, наверное. Рекорд очередной. Почему бьем рекорды? Потому что река синяя, пока она полноводная, чтобы подняться до Синских столбов, надо торопиться. Там будет и рыбалка полноценная, и отдых. Лена осталась возле тех сопок, гор. Река Намана. Решили с Диманом порыбачить. Сегодня уже можно. На речке на этой Намана порыбачили, ничего не поймали. Мужики там на берегу 5 человек, электрики. Здесь с деревьями какая-то деревушка, приезжали что-то делать. Ходил, спрашивал, на чё рыбачат. А то с Димкой кидаем. Понакупали в рыболовном магазине всяких штук. Ничего не получается у нас. Сказали на червя. Где, говорю, взять червя? А говорит, какашки, говорит, конины находишь, откидываешь, под ним червяк.
Или, говорит, вот на острове. Вот здесь можно найти червяка. На живого, говорит, на свежего червяка ловить. Хоринцы проплываем. Плыли возле того берега. На этом берегу смотрим, стоит домик. Не один. Там подальше еще один. И вот еще 2, 3. Ну и ночевать мы сегодня будем вот здесь. Печку затопили. Да я с телефона. Опять с телефоном, блядь. И вот 2 сетчатые кровати. Привыкну, блядь, за неделю. Нормальная зимушка. Потолки низкие совсем. Но вид у нас будет и вечерний, и утренний. Красота. Вообще красота. И закат вот такой. Там наша лодка. Красиво, конечно. Почему они окошки не делают на эту сторону? На эту сторону. Любоваться такими видами. Непонятно. Обыденно для них это. Обыденно. «17 июня, день нашего путешествия 9. Вчера прошли 64 километра. Целый день рыбачили, ничего не нарыбачили. А ночью сегодня был мороз. В 4 утра вставал, печку топил. Ветер второй день холодный.
Волнительная сегодня Лена. Деревня Марха и речка Марха, впадающая в Лену. Первая баржа за ней нам попалась. Сергей Иванов. Серега, если смотришь, это твой корабль. По той стороне плыли. Там это остров. Там лед еще лежит. И вот увидели домик. Думали ночлег, а он без крыши. Без печки. А вот это думали снег издалека. Так вот он там пятаками. Потому что, ну, возле острова еще лед лежит. А это, оказывается, он такие цветочки. Ковер. Красиво, конечно. Димка пошел дальше смотреть. Раньше здесь была деревня Еловка. Погребных ям много. Красивое место. Вот так же поляна цветочков этих. Комаров сегодня, да. Деревня Еловка, которая раньше была на том берегу находится. Мы увидели на этой стороне домик. Вот такой у нас сегодня ночлег. Без печки. Печка есть, трубы нет. Ну так, нары. Стол. Нормально, короче. Чай поставили. Чаю хочется. Что-то, о. Пошел. Вот. Чем хорошо по берегам Лены ночевать. Ну и вообще отдыхать. Дрова там всегда есть. Наносит от мала до велика. Тоже какие-то цветы. Цветет Якутия. Торопится. Лето короткое у нее. Успевает. И дровишек по берегам Лены нет проблем. Сейчас соберу. Хворост уже не нужен, уже разожгли потолще.
Наберу. Вот эту возьму. И таких толстых возьму. Горят, правда, как порох. Бакин. Я их называю буйки, которые расположены на лени. Здесь еще якорь какой-то, чтобы он не уплывал, чтобы его не унесло течение. Вот так вот они устроены. Вниз по течению слева находятся, получается, белые, справа красные. Здесь хранится аккумулятор в первую нашу ночевку. Да, не у каждого рыбака в домике есть. Понатырили мужики. Может, отдали. О, их много здесь. Там вот цветочки эти, поляна опять. Комбайн у нас даже есть. И туалет без крыши. Без дверей. Без задней стенки. Вот так вот. Воду в ручье набрали. Цвета вот такого. Ну, гораздо чище, чем в лени. В лени барж сливает всякую фигню. То в ручьях желтая. Здесь и листая почва. Из-за этого река коричневого цвета. Десятый день нашего путешествия. 18 июня. За вчера проскакали мы. Вчера скакали по волнам. Наскакались. И наскакали 149 километров. До Синска осталось 158. Вот сегодня у нас план такой, что дойти до Синска. Завтра зарядить пауэрбанки там где-нибудь. В магазин сходить. Вот в таком месте мы сегодня ночевали. Я здесь спал, Диман там. Еще здесь есть. Что прикольно, у нас есть печка. Была. Нет трубы. Еще здесь есть вот такой камень. На лицо похож. Виновница торжества пришла. Злодей какой-то. Время 9:15. Пораньше сегодня отплываем. Вернемся в деревню Еловку. Вчера видел памятник. И столбик. Сперва схожу к доске мемориальной. Там надписи есть. Там к столбику, потом может быть вон наверху там домик еще какой-то. Под елочкой сделали.
Гражданская война, Великая Отечественная. Теплых сколько? Суханов. Теплых и 1890-й. Теплых целое поколение. Молодцы. Достали же. С архива где-то подняли документы. Деревня-то небольшая была по размерам. Ладно, пойду. Неизвестно. К столбику пойду. Это какая рядом деревня-то большая, ухоженная. Вот они позаботились, скорее всего. А я вчера туда подплыл. Вот образование тракта. Якутский тракт, наверное. Точно не знаю. О, станция была. А на карте ее нет, этой деревни уже. Поднимусь. Домик на горе. Это какой-нибудь наблюдательный пункт, наверное. Маленький совсем, но... Нет. Наблюдательный пункт. Совсем мало. Человечек не поместится. Гвозди также кованые. Давно строение. Меньше меня ростом. Но отсюда все хорошо видать. Елки, конечно, выросли за это время. Так, туда хорошо Лена просматривается. Что-то здесь было. Может быть, зарос. Ну, древняя постройка. По гвоздям видать. Может быть, гвоздей других не было. Со старых сколотили. Ладно, что гадать. Ну, вид красивый, конечно. Вон Диман. Столбик. Монумент. Ладно, пошел вниз. Место красивое. Мы ночевали. Против солнца не видать. Он наш дом на той стороне. Такие ловки спускаются с горы. Электричество или столбы. Вот они идут вдоль берега. Как раньше называли эти телеграфные столбы, вполне возможно, это и есть телеграф. Да, Якутска, наверное. Сперва было водное сообщение, потом появилось электричество.
Аляпинский улус. Скалы красивые там впереди. Остановились перед скалами. Деревня тоже какая-то здесь была. Также столбы есть. Красивое тоже место. Верстовой столбик. Не километровые они. Верстовые, по-моему, называются. Да. Сделаю фотку сейчас обязательно. Чуран. 1743 год. Деревня была. Где раньше жил человек, там есть крапива, малина и смородина. Кусты это, скорее всего, где были дома. Крапива растет, да? Вот дом был. Яма. Может, не дом, может, сарай. Постройки были. Им очень хорошо растется в этих местах. Вот тоже малина. Это шиповник. Смородина. Тоже яма. От дома не проводиться бы. Какой-то кабель натянут. По земле идет. Проброшен. Может, оптический кабелек. АО. Маркировка какая-то есть. Да? Оптический кабель. 16 жил. Оптический кабель. Инкап. Кто-то сделал себе интернет в тайге. Я вот шел к этому домику. Завалено все. О, гвоздь-то гвоздь. Еще один. Домик скажу, посмотрю. Метку сделаю на карте.
Вот зимовье. Старые деревни, которые заброшены. С соседних деревень приезжают на сенокосы. Деревьев нет. Поляна хорошая. Коси да коси. Ох. Зимовье. Да, вон. Грабли висят. Ой, висят, лежат. Сенокосы приезжают. А? Можно и переночевать. Шкуры. Собака. Офигеть. Нормальная зимушка. Сохраню на карте. От непогоды пойдет. И в красивом месте находится. Ладно, пошел. Заждался Димка. Красочные, да, еще скалы-то насыщенные. В интернете спрашивал зимовье на Лени. Вот буквально метров 300 показала координаты. Не увидели моего. До Синска осталось километров 17. Дойдем, может, в магазин успеем.
Класс. Вот и началась. Начались виды, ради которых мы здесь. Но и он на горизонте появился. Синск. Быстро очень. Я думал дальше. Сейчас офис вернем. Парковались мы тоже. Место парковок лодок. В Синске мы. Диман, мы в Синске. Офигеть. Мы в Синске. Вау. Класс. Магазин. Вот он. Даже не верится, что мы здесь. Такой путь проделан. Офигеть. 5 часов время. Вышли мы в 9:15. Якутск, Иркутск. О, длина тракта. А это памятник Великой Отечественной войне. Все для фронта. Сиене по-якутски. Храм устанавливает. А вот для него, наверное, луковки у кого-то в огороде. Ну вот мы с Диманом на турбазе сходили в баню, помылись. Обилие горячей воды, конечно, очень порадовало.
Мы живем с Димкой вот здесь. 2000 рублей с человека. Баня входит в стоимость жилья. Поставили с ним все гаджеты на зарядку. Сейчас я сниму наше жилье. Ну и вот, зимуха у нас сегодня вот такая. С комфортом, наконец-то. Завтра до Синских столбов. В баньку сходили, но прям хорошо стало. Давай.